Число больных коронавирусом в регионе продолжает сокращаться. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 27%. Сейчас от ковида лечится 1130 человек, а еще на прошлой неделе их было на 300 больных больше. Также Минздрав региона сократил коечный фонд до 150 коек в 5 медицинских организациях, в числе которых и Малгобекское инфекционное отделение. Так, в ковидном госпитале Малгобека коечный фонд сокращен до 30 мест. Сейчас здесь под наблюдением врачей находится 30 человек. Практически у всех первые симптомы проявились на вторые и третьи сутки после посещения общественных мероприятий. Азат Зайтова поступила в больницу больше 2 недель назад. Вначале была в тяжелом состоянии, температура не снижалась. Сейчас чувствует себя гораздо лучше. В реанимации сейчас находится 4 человека. В основном это представители категории 60+. Врачи отмечают, роковой ошибкой пациентов становится позднее обращение. Особенно сейчас люди опять легко начали относиться к болезни. А ведь ковид все еще с нами. Март не сравнится с январем и февралем, делятся врачи. Количество больных в госпитале резко сократилось. В зимний период нагрузка была колоссальной. Если тогда ежемесячно фиксировали более 20 смертельных случаев, то в марте скончались 4 пациента. И у всех были сопутствующие хронические заболевания. Вероятнее всего, что у пациентов, у больных, у жителей планеты выработался какой-то иммунитет, и вероятнее всего, некоторые больные переболели и получили стойкий иммунитет. В учреждении полное лекарственное обеспечение. Особое внимание уделяют дезинфекции. Помещения обрабатывают несколько раз в день. Это подтверждают и сами пациенты. Алихан Кукурхоев в больнице с конца января. Поступил в крайне тяжелом состоянии с поражением легких до 75%. Борьба с ковидом ему далась тяжело из-за хронических заболеваний, тромбоза глубоких вен ног. Благодарит малгобекских медиков за их чуткое отношение, за то, что вселяли в него веру и надежду на выздоровление. Врачи отмечают, в основном у больных сейчас наблюдаются больше признаки омикрона, чем дельта-штамма, который тяжело поддавался лечению. С появлением нового штамма среди стационарных больных все чаще появляются молодые пациенты. У них, как правило, долго держится высокая температура, тяжело переносят пневмонию. В настоящее время, конечно, пациенты более подвержены лечению, то есть они поддаются лучше лечению. Сказать, что такие осложнения, которые были ранее нам известны, с цитокиновыми штормами и так далее, этого уже как такового нет. Но благодаря тому, что имеется сопутствующая патология у этих пациентов, они труднее поддаются лечению и тяжелее переносят данное заболевание. Правда, перенести болезнь еще не победа. Практически все после лечения сталкиваются с постковидным синдромом. Головные боли, слабость, провалы в памяти. Никого из пациентов врачи не отпускают без рекомендаций при выписке. Важно придерживаться правильного образа жизни, делать и дыхательную гимнастику, посетить невролога. Было бы, конечно, замечательно, если получилось бы реабилитировать этих пациентов в определенных учреждениях, поскольку реабилитация, она также дает свои какие-то результаты в дальнейшем. Также врачи напоминают о вакцинации. Особенно важно создавать искусственный иммунитет лицам с сопутствующими заболеваниями. Тенденция к снижению заболеваемости в Ингушетии все еще сохраняется. Свободный коечный фонд в настоящее время составляет 31%. 6 амбулаторных учреждений продолжают оказывать медпомощь на дому. Ну а количество бригад для оказания скорой медицинской помощи сокращено на 2 единицы. Диана Дударова, Магомед Билакиев, Новости 24.